Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «За чашечкой кофе». И сегодня у нас гость с, наверное, самой редкой профессией, из которых я знаю. У нас сегодня, мне придется прочитать тут длинное название, библиотекарь, заведующая отделом иностранной литературы Национальной библиотеки имени Ивана Георгиевича Папаскир, Илона Элерджия. Здравствуйте, Илона. Здравствуйте, Дауд. Как у вас дела, как настроение? Все хорошо, настроение такое весеннее, приятное. Ну, мимоза вовсю расцвела, везде веет и пахнет, и погода нас, слава богу, радует. Скажите, пожалуйста, вот как вы пришли к этой профессии библиотекаря? Ну, честно говоря, я случайно совершенно попала в библиотеку вообще в целом, так как только после окончания университета я находилась в поисках работы, и ко мне поступает звонок о том, что в библиотеке есть вакантное место, так как она на тот момент находилась на реконструкции, и штат набирался, И вот я иду на собеседование, прохожу его в 2015 году, и вот попадаю. По образованию вы... Я заканчивала исторический факультет архивно-библиотечного отдела. Архивоед вообще по образованию, но попадаю в библиотеку и по сей день. Ну, все равно связанные вещи, да, получается. Ну, в моем некотором такое клишированное мышление о том, что библиотекарь — это бабулька, которая сидит и шикает на каждого, кто думает не так тихо, как ей бы хотелось. В чем состоит профессия или работа библиотекаря? Как проходит обычно ваш рабочий день? На самом деле, когда-то я была того же мнения, пока сама не попала в библиотеку. Сегодня библиотекарь выглядит намного иначе, чем когда-либо прежде. Да? Сегодня мы идем в ногу со временем, век новых технологий, и библиотека сегодня представляет центр, культурно-досуговый центр, скорее всего, это по совместительству с обслуживание читателей, да, выдача книги, это элементарно упрощенная работа, да, библиотекаря. Выдать книгу — это самое элементарное. Мы приходим на работу, ждем своего читателя, обслуживаем, если он приходит, а потом по совместительству занимаемся еще и проектной деятельностью. Пытаемся чем-то себя еще образовывать и остальных тоже. Приобщать к чтению. Вы сами много книг прочли? Я не считаю, что это много, но достаточно. Какая из этих книг произвела на вас большее впечатление? Наверное, одна из моих любимейших книг — это книга нашего соотечественника, это Фазиль Искандер, «Софичка». Такая тяжелая вещь. Тоже время, бывают моментами, конечно, она такая ироничная, он писал тогда. И очень судьба этой молодой девушки, которая, к сожалению, на плечи которой упали такие тяжелые испытания, она сумела все это пронести на себе и не сломиться. Не сломалась она. Вы смотрели сам фильм «Софичка»? Фильм ничто по сравнению, кстати, недавно был спектакль поставлен в Росдраме. Актеры отыграли изумительно. Это, наверное, один из лучших спектаклей, которые я могла посмотреть в Росдраме. Я хотела очень попасть на него, обязательно сходите. Не получилось. Но это все ничто по сравнению с книгой. Книга, конечно, производит другие впечатления. Я рекомендую прочитать ее обязательно. Хорошо, какая самая популярная книга в нашей библиотеке? Пользуются ли наши с вами соотечественники, наши поэты, писатели популярностью? Книга какая. Знаете, у нас в библиотеке множество отделов, и я не могу сказать, конкретизированно ответить тяжело. Например, могу взять один из отделов Национальной библиотеки, да, у нас есть там краеведческий отдел национальной литературы. Там, например, самая популярная на сегодняшний день это книга Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Тоже наш соотечественник пишет. Часто ее берут студенты, школьники. Я думаю, было бы стыдно ее не прочитать. Сегодня она самая популярная в библиотеке считается. А если брать, например, мой отдел, я работаю в отделе иностранных языков, да, там у меня самой большой популярностью пользуется Оскар Уайльд.
на сегодняшний день. Да, берут различные избранные его рассказы, пьесы, там разные рассказы. Это сборники. Обычно вот молодежь читает это. Ну, они читают в языке оригинала. Хочу немного просветить наших зрителей насчет того, что как можно взять у вас книги и стоит ли это денег? Ну, нет, никаких денег это не То есть стоит. это абсолютно бесплатно? Конечно. Человек, предварительно придя в библиотеку, переносит с собой документ, подтверждающий его личность. Если это ребенок несовершеннолетний, он приносит с собой метрику. Если это взрослый человек, он приносит с собой паспорт, записывается в отделе регистратуры, ему выдают читательский билет, он идет, его направляют в тот отдел, который его интересует, он направляется, ему выдают интересующую его литературу. И вот. И он, помимо того, что он сам в читательском зале может Да, прочесть, еще но он еще и с собой может абонемент забрать. называется. Да, Абонемент. он может взять на абонемент там, на неделю или на 2 недели. Там, они обговаривают этот момент, смотря какая это как-то литература. наказывается, если ты, Да, допустим... если книга, например, художественная литература, обычно на неделю бывает, у человека не хватает времени, и бывает на 2 недели ее выдают. И если в обговоренный срок не возвращают литературу, там взыскиваются какие-то пения, там специальные у нас есть на это определенная сумма. А нет, так человек может прийти предварительно и продлить литературу. То есть, чтобы не получить пеню, Да, надо он может прийти и просто среди продлить недели её. продлить, да. Ага. Допустим, если человек как-то случайно повредит книгу. Ну, Случайно. придется платить штраф. Штраф будет он оплачивать, и это в стоимость книги. Ага. Вот если книга, например, стоит определенную сумму, штраф будет точно такой же. То есть полная сумма этой Полная книги. сумма, да. Вот вы как человек, который работаете в библиотеке и как прочли, немало книг, скажем так, по современным меркам, как вы считаете, на что влияет чтение? Может оно помочь в обычной жизни? Само собой, по-моему, чтение на сегодняшний день влияет на все. Меняется твое мировоззрение. Это в первую очередь. Второе, это, мне кажется, грамотность. Человек сегодня должен быть обязательно грамотен, иначе без грамоты Это словарный никуда. запас, Словарный запас грамотное обогащенный, письмо. да? Да. Чтение влияет на все. Это не то. Литература, книга – это совсем иное. Не то, что мы сегодня можем прочитать, например, в каких-то социальных сетях, рекламы, тексты, да, какие-то небольшие тексты блогеров каких-то. Да. Мы читаем и там, мы читаем художественную литературу, книга. Книга – это другой носитель. Я читаю. Как вы относитесь к тому, что сейчас у большинства людей клиповое мышление? Я объясню, что это. Это когда ты не думаешь слишком наперед. Это вот как в Инстаграме Reels. Ты листаешь там по 15 секунд короткие, незамысловатые видео. И многие, наша молодежь, младшее совсем поколение, у них вырабатывается такое клиповое мышление. Как вы считаете, это деградация или Есть немного, честно говоря. что-то другое? Может, они упрощают себе в чем-то, знаете, упрощают жизнь. Не то, что жизнь, они моменты какие-то упрощают, делают их легче, но по мне так это неправильно, мне это не нравится. Это немного и деградации, наверное, для меня. Может, у каждого сугубо личное мнение. По мне так это неправильно. Мне это не нравится. У вас есть ребенок, насколько я знаю. Вы ему позволяете подолгу сидеть в Инстаграме? Нет. И книги даете читать? Кстати, он приобщен больше к бумажному переплету, к обычной книге, чем электронному носителю. Какая его любимая книга? На сегодняшний день он очень любит Гарри Поттера. Он все части его перечитал. Это его прям настольная книга, все части. Я подарила ему на Новый год, решила сделать такой подарок. Он сначала нехотя что-то начал читать, а потом зашло. И с таким энтузиазмом стал читать, что это стало его настольной книгой. Я помню, что я в детстве, когда... в моем детстве эти книги только-только выходить начали. И я помню, как я перечитывал их от корки до корки, не переставая по несколько раз. И это действительно будто переносило меня в другой мир. И уходило от каких-то своих проблем.
Читали ли вы книги, по которым были сняты фильмы? И на ваш взгляд, что лучше, почитать книгу или посмотреть фильм? Читала я «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, да, и смотрела фильм. Если смотреть этот старый фильм, ну, можно сравнить, мне кажется, и книга невероятная, и фильм старый, вот если брать, он был тоже невероятно классно снят, не могу как-то сказать. Ну, и фильм тоже потрясающий. Вот Ну, если сравнивать, да. Гарри Поттера своего ребенка тоже читала. И мне книга тоже, кстати, очень понравилась. Больше, чем фильм. Ну, я как-то да, по-своему вот тут вот я переношу. согласен, Гарри Поттер. Там, ну, 40%, наверное, из книги не попало в фильм, хотя Да. были очень интересные моменты. Из книги, если говорить, по которым было снято кино, мне в детстве, ну, не в детстве, в школьные годы, в старшей школе, мне очень нравился «Мастер и Маргарита». И я как-то наткнулся на русский сериал, снятый по этой книге. Причем это вот тот редкий момент, когда сериал намного лучше, чем книга. Передали Вот эту вот классно. всю эту вкусную Вот часть сейчас. книги Они все сумели передали. передать Вот, классно. да, это вот редкая часть. Советую, кстати, посмотреть этот сериал. Безумно интересный, красиво снятый, до мелочей продуманный. Ну, давайте закроем чуть тему кинематографа и перейдем к языкам, к вашей сфере. Вы как, знаете, владелец иностранных языков в нашей библиотеке, скажите, сколько у вас можно изучить языков и сколько вы лично знаете? В моем отделе 57 языков мира. Основной фонд составляет английский, французский, немецкий, и очень тщательно сейчас пополняется турецкий фонд. Но основным спросом все-таки пользуется английский язык, потому что наши студенты, изучающие иньяз, все-таки они больше специализируются на английском языке. И берут они в основном грамматику. Но, к сожалению, Ну, за счет такие того, больше что как обучающие. обучающая программа, да, и к сожалению, за счет того, что все-таки мы плохо комплектуемся, грамматика немного хромает у нас, ну, в моем отделе, там книги старые, чуть-чуть тяжеловато, и хорошо берут художественную литературу, вот язык Ну и вот оригинала. в таком смысле, что плохо оснащаются, ладно, но современные языки очень быстро развиваются в разные стороны. Да, там И лексика меняется еще. лексика абсолютно Вот меняется. английский язык вот очень часто можно встретить. Грамматику в прошлом году, которую ты изучала, читал, на следующий год она там может быть Уже чуть-чуть больше по-другому, по-другому, да. да. А вы сколько языков знаете? Ну, я владею английским. Английским в совершенстве? Ну, Ну, читать можем, да, книги в читать, оригинале. говорить, там, ну, да, нормально. И помимо того, что у вас обучающая литература, у вас на языке оригиналов книги. Да, а у нас еще есть, кстати, в моем отделе и вообще в библиотеке в целом фонд редких книг. Вы можете про это? Да, немного хочу рассказать об этом. У меня, например, редкие книги. Одна из самых старых книг, она 1855 года. Это Майн Рид, «Юные буры» называется книга. Она тоже написана на языке оригинала. Старый такой шрифт, переплет такой, опыление такое золотистое, но, к сожалению, они все такие очень интересные, старый переплет достаточно. Они, наверное, были когда-то переплетены на века, потому что сейчас они так обветшали, очень требуется там реставрации, но мы за счет... Все опирается в финансы. Нужны финансы, чтобы их тщательно отреставрировать. Они сейчас лежат у нас мертвым грузом, к сожалению. А у нас нет полках. специалистов, которые могут Нет, это нам сделать? нужны специалисты, нам нужны аппараты, чтобы этим всем заниматься. К Ну, сожалению. насколько я знаю, такие древние книги должны храниться в определенных Да. комнатах. И даже. климат-контроль определенный должен быть, да, и они должны быть защищены, но, к сожалению, Ну, я пока надеюсь, что эта ситуация справится. Очень жалко, такие книги Да. пропадают. Сколько вы лет уже работаете в библиотеке? 7-й год. Вот за 7 лет появилась тенденция, все больше и больше приходят люди
И, в принципе, вот, допустим, взять неделю, если. Сколько примерно людей приходит в библиотеку? В неделю библиотеку посещение составляет до 200 человек. А если брать вот новичков, которые вот записываются, да, до 25 до 30 человек бывает в неделю могут записаться в библиотеку, но они посещают различные отделы, там кто-то национальный отдел, кто-то отдел абонементов, кто-то иностранный там отдел. Ну вот за 7 лет Тенденция. упадок, повышение или Знаете, вот ровно? Вот там зависит от, мне кажется, вот у них, когда у студентов там у них начинается От сессии? сессия, да, у нас тенденция поднимается. Как-то от этого вот там лавирует немного. Ну, главный ваш, скажем так, посетитель — это студенты. Студенты, да, и школьники есть. Научных сотрудников немало, кстати, тоже. Они занимаются своими работами, сидя в читальном зале или в отделе периодики, работают. Вы вначале сказали, что библиотека — это не только как читальный зал и Да. абонементы, это еще и культурно-досуговый центр. Да. Можете рассказать, какие у вас проходят проекты, чем вы занимаетесь? Ну, вот наши основные проекты сейчас назову. Например, один из основных проектов – это международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». В этом году он будет отмечать юбилей, 10 лет, и будет он проводиться на территории Национальной библиотеки, мы ежегодно проводим. Тема будет в этом году посвящена 30-летию победы нашей войны. И еще один наш проект – это «Библия. Ночь». Такая акция, она проводится тоже ежегодно. Проводится она 23 апреля. И в этом году тоже тема такая вот, посвященная как раз нашей войне. Будут там различные площадки на «Библия. Ночи». Она будет проходить с 5 вечера до 12 ночи. То есть весь вечер? Да, вот если вы желаете прийти посмотреть после работы, это как раз вот после моей работы, я с удовольствием приду. У нас там будет две основные площадки. В этом году это мы будем охватывать Восточный фронт и Западный фронт. Будут тематические выставки различные, книжные, там фотовыставки, запустим кинозал, будет хроника войны транслироваться. Будет интересно, я думаю, каждый должен прийти и увидеть это. А это когда будет? Это будет 23 апреля. На 23 Библия. апреля вечером приходите в библиотеку обязательно, ибо будет интересно, и вы много узнаете о нашей истории. Особенно молодежь, которая не любит читать книги и смотреть телевизор, найдет что-то свое и увидит что-то новое. И давайте перейдем чуть-чуть к завершению. Скажите, какие книги лучше всего прочесть? Вот молодой человек, молодая девушка обязательно должны прочесть эту книгу, и чтобы их мировоззрение и их будущее как-то поменялись и пошли в правильном русле. Ну, если брать нашу молодежь, прежде всего, я бы сказала каждому, чтобы он должен знать историю своей страны. Каждый должен обязательно прочитать историю Абхазии, мне кажется, от корки до корки. Потому что, к сожалению, тема на сегодняшний день это тяжелая, и каждый должен понимать, насколько это для нас важно, знать историю своей страны. И обязательно каждый молодой человек, наше поколение молодое, должно знать это. Обязательно читайте. Знайте историю своей страны и вообще читайте литературу художественную, обогащайте свое мировоззрение, свой кругозор, свой словарный запас, будьте умнее, растите во всем. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, было очень приятно с вами познакомиться. А вам, дорогие зрители, я хочу сказать такое. Я не отрицаю огромное влияние кинематографа на нашу культуру, на наше мировоззрение. Но возьмите книгу, на которую вы иногда засматриваетесь, и прочтите ее, активируя все ваше воображение. И я обещаю вам, что это станет вашей зависимостью. Потому что книга не идет ни в какое сравнение с кинематографом. Книга — это ваш собственный мир, ваше собственное воображение, от которого отказаться очень сложно.
Спасибо всем, кто смотрел нашу сегодняшнюю передачу. И увидимся с вами за следующей чашечкой кофе. До свидания.